Алексей Балабанов о якутах. 20 лет со дней съемок проекта «Река». Майский номер журнала Esquire был посвящен 20-летию культового фильма Алексея Балабанова «Брат 2» с Сергеем Бодровым-младшим на обложке. Для якутского зрителя важно будет знать то, что 2020 стал также 20-летием со времени начала съемок проекта «Река», полностью построенным Балабановым на якутской тематике и с якутскими актерами. В интервью у Юрия Дудя на Ютубе супруга Балабанова Надежда Васильева дала метафорический ответ на привязанность кинорежиссера к якутской теме. Якуты считают, что Леша якут, а это север. Он любил холод во всем. Будем считать, что это было символическое сопряжение автора с эстетически подданным символом прерывности жизни, который роковыми событиями прочертил линию в жизни и творчестве режиссера. Это был трагический ледниковый уход близких друзей и коллег Сергея Бодрова-младшего и почти половины съемочной команды Балабанова, представленной для фильма «Связной». Затем уходили другие. Ушел и знаковый герой в его фильмах актер Сахатеатра Михаил Скрябин. Фильмы Балабанова не оставляли равнодушными ни критиков с журналистами, ни зрителей. Подобно разорвавшимся бомбам стали картины «Брат» и «Брат 2», а потом «Груз-200». Мнения о фильмах разделились и вызывали не только споры, но порой ненависть. В 2013 году режиссер покинул этот мир, а его творчество вписало яркую и самобытную страницу в истории российского кинематографа. Это великая была бы картина «Река» по Серошевскому, и то, что от нее осталось, великая. Но она, конечно, слишком под влиянием Джармуша. Вот Джармуш мог бы снять великий фильм о Балабанове. Они оба не люди ума, а люди живота, интуиции. Мне кажется, это было бы божественно. Был у режиссера и дар предсказания своими фильмами. Художник – суть провидец. Произведение искусства, созданное им, своеобразный обряд камлания, из которого он возвращается с истины. Балабанов мог находить в массе социального материала зерна истины. Они составляли культурный код россиян, строй их души. Режиссер делал с ними большее. Он заселял сознание формой, адекватной вычлененному коду, охочей до подражания. Я вот думаю, что сила в правде. Невзначай сказанные с экрана фразы со временем становились не просто киноцитатами, а обретали историческую плоть. Вспомним лишь лежащие на поверхности цитаты про Крым из «Брата 2», а теперь уже не хайповые, скоро всей вашей Америке кирдык. Вот как-то в начале 90-х прозвенел звонок в Сахафильм, и позвали меня. И это звонил директор картины Алексея Балабанова. Через неделю они приехали. Алексей Балабанов, директор картины, самого Сергея Селянова не было, художник-постановщик и оператор Астахов, Сергей Астахов. Решили снять все это в Карелии, в Кандалакше. Моя задача была создавать в каждом эпизоде, в каждой сцене такую реальность якутскую. «Правда жизни», поборником которой являлся Алексей Октябринович, и сегодня дарит нам события культуры. «Как люди думают, так я и снимаю», — говорил режиссер. Нужно время, чтобы исследователи смогли уловить художественный подтекст в его всегда на поверку жанровом кинематографе. Глубинная часть киноповествования у Балабанова закодирована и способна всплыть лишь в подсознании. Вместе с товарищем и продюсером Сергеем Сельяновым, который по-своему преломил талант режиссера, они решили задачу создания зрительского кино с положительным героем, который успешно проходит испытания в чужом пространстве двоемирия. Кинематографический язык Балабанова, по сути, язык мифа и сказки. Притяжение к традиционным культурам Севера в его фильмах проявлялось постепенно. Путь пролегал через освоение представителей модерна, запрещенного советской идеологией. Так появились его полнометражные фильмы «Счастливые дни» по Беккету и «Замок» по Кафке. Скоро настало время высказаться художнику о судьбе российской культуры, преломляющейся в судьбе ее рядового гражданина.
Я счастья хочу. Да я тоже хочу. Балабанов считал, что фильм «Река» мог стать лучшим, а якутская актриса Туяра Свинобоева стать известной. Авторская версия недоснятого фильма по причине трагической гибели якутской актрисы сегодня доступна всем на YouTube-канале. Балабанов по-своему пытался справиться с недугами общества, предлагая эстетические средства лечения. Фильмография неординарного режиссера стала отражением трагически трудного поиска Бога. Это была его стезя. Провидением вела она его от картины к картине, приведя к храму в фильме «Я тоже хочу». Проведенные с «Братом» и «Братом 2» параллели к незавершенному проекту «Река» позволяют сказать, что законченный фильм являлся бы новым поворотом в творчестве Балабанова от мифа к логосу. Балабановская лодка обозначила состояние этномодерна в культуре. Как и на театральной Борисовской лодке, с желанного берега на Балабановской в путь отправляется совсем юный человек, символизирующий новую поросль культуры. Отличие лишь в том, что в якутской театральной лодке мальчик возвращается домой с театром Аламкова. С ума посходили. Столько зимы впереди. Ни дров, ни еды, а у них праздник. В Балабановской младенец с сознанием табула раса устремляется к неизведанным берегам. В первой якутской лодке мальчик, успевший перенять завет предков, а в случае лодки якутского этномодерна ничего еще не известно. Сценарий «Реки» заканчивался словами «Лодка плыла, мальчик не плакал». Он сосал молоко и смотрел в небо. Лодка вошла в устье большой реки, впадающей в огромный ледовый океан. Балабанов провел антитезу кинематографическим лодкам у Джармуша в «Мертвеце». Самого Балабанова в «Счастливых днях», а позже в «Возвращении» Звягинцева и «Эйфории» Вырыпаева. Если во множестве балабановских фильмов звучит диагноз культуре, то в «Реке» очевидно невозможная возможность культуры. В недоснятом фильме мы не увидели сюжета нападения медведя на девочку, хотя Машу готовили к встрече с живым медведем. А ведь это еще одна метафора Балабанова о судьбе, которая может закружить смыслами. Лодка уплывает с беспомощным младенцем. Баттерхай не смогла сопроводить его, оступившись на льду. Концовка драматична. Она становится философским посылом северным народам в эпоху глобализма – научиться жить без надежды. «Река» в фильме Балабанова Гераклитова. Она становится кинопосылом бытия, историческим актом рождения нового человека из человека ветхого. Она навсегда уносила младенца прочь из мира инфернального недуга, из мира вязкого подсознания. Здесь скрыты и легкие, едва заметные христианские смыслы, тот самый поворот Балабанова к Богу. Только так, жестко, порывая с грехами жизни по обычаю, можно начать новый исторический акт. Лишь молоко – пища богов, усаха и бескрайнее небо, единственная связь с предками. Балабанову удалось почувствовать эти символические концепты в якутской культуре. Символическая лодка этномодерна сделана символическим якутом Алексеем Октябриновичем Балабановым. И он платил за это творчество высокую цену. Ну, к сожалению, этот фильм не был завершен. Вы знаете почему. Случилась большая беда, авария, в результате чего погибла наша актриса Туяра. Вот. Он вообще человек был такой, можно сказать, имеющий
предвидение, что ли, ясновидение. Вот. То, что он снимал в кино, многое сегодня до сих пор очень актуально. Вот. В этой истории, где живут люди, значит, зараженные оспой, их же как бы закрыли и никуда не пускают. Вот. Сегодня, пожалуйста, вот пандемия. Знаете, что все его фильмы многим кажутся очень жесткими, на уровне, что ли, такого нервного срыва, на уровне таких каких-то таких высоких эмоций. Он, конечно, очень внутренне, может быть, сострадал с тем, что происходит в нашем мире. Вот, поэтому это он переживал лично, и, конечно, эти переживания должны были отразиться на его творчестве. Вот, поэтому, конечно, все ожидали, что этот фильм «Река» станет одним из вех. Алексей Балабанов не смог продолжать этот проект, потому что кроме нее никого не видел. Может быть, найдется якутский режиссер, который поставит новый программный спектакль или снимет новый программный фильм. Согласитесь, непростая, но ответственная задача современной культуры. Главными героинями фильма «Река» стали простые якутские женщины. Анчик Анна Флегонтова, актриса Тюза. Батырхай Мария Макарова-Кычкина, ныне начинающий научный исследователь и предприниматель. Имерген Туяра Свинобоева, трагически погибшая на съемках фильма. Зрителям будет интересно послушать из первых уст то, что наши героини расскажут о фильме «Притчи». Все были вдохновлены. Я, в свою очередь, была вдохновлена работой с ним. То, что я работаю с ним, я была вдохновленная и прямо гордилась этим. Я и сейчас очень горжусь, то, что я с ним работала. И он говорил то, что вот брат 2 он снял, потом «Люди и уроды» он снял. И он говорит, я хочу снять сейчас свой фильм. Я не знаю, что он имел в виду, но он говорил, я хочу сейчас снять свой фильм. Короче, всепрощающая такая, вселюбящая героиня у меня получилась в итоге. А больше всех полюбил Михаила Скрябина. Он говорил, что он невероятный харизмный актер. Они все время вдвоем вот так. Там сидят, разговаривают, тут сидят, разговаривают. И после этого он пригласил Михаила Скрябина вот в «Кочегаре», «Груз-200». Они прямо дополняли друг друга, как режиссер и актер. Наверное, не было ни одного дня, когда я бы не вспоминала про наши съемочные дни. Все равно. Алексей Октябринович, он никогда не делил актеров на взрослый и маленький, да? То есть он не делил на взрослых и детей. Он работал одинаково, он требовал одинаково со всех. Он был очень требовательный, он был очень четкий, точный и всегда знал, чего хотел. Меня очень долго готовили к сцене с медведем. Медведь должен был быть живой. И я очень боялась, я очень волновалась. Ну, в итоге эту сцену не досняли. Это фильм о боли, которая никогда не заканчивается. Она идет на протяжении всего фильма. Это постоянная борьба, это постоянная боль, это скорбь. Ну, так и называется же вот повесть «Предел скорби», по которому снимался фильм «Река», собственно. Но эта жизнь, это все равно жизнь, она продолжается. И всем советую посмотреть, он есть в свободном доступе в YouTube. Прикоснитесь именно к тому, что создал Алексей Балабанов. Я видела, что ей очень трудно дается эта роль, потому что человек, она сама такой позитивный, хороший. Я видела, как ей было трудно, и она очень скучала в то время по своей дочке Маришке. Ей даже куклу купили. Но, к сожалению, вот как мы все знаем, Туяры тогда не стало.
Я не знаю, получила ли Маришка свою куклу. Наверное, получила. Сцена была, где я беременная сижу со своим мужем, и Туяра поджигает наш балаган. И от этого у нее была... Она не хотела, ей было трудно, и она расплакалась. И стояла в углу балагана и плакала Яра. И тогда Алексей Балабанов подошел к ней, и они долго разговаривали. Некоторые ее отговаривали не ехать. Она сказала, нет, я должна поехать. Мне вот несколько раз она сказала, я должна поехать, я должна поехать. Я еще удивилась, как это. Видимо, вот сейчас думаю, да, вот прошло столько лет, 20 лет прошло. И сейчас думаю, видимо, у нее судьба, что ли, так, ну, должна была поехать, видимо. И она поэтому вот плакала. Ей рассказывали, когда они улетали на самолете, она тоже... У Марины, дочки Туяры, есть дочка, которой 6 лет, ее зовут Туяра, 6 бабушки. Сейчас у нее второй ребенок, надеюсь, сегодня или завтра, тоже дочка. Да, ну, будет рожать сегодня. Я думаю, вот у нее, как сказать, она была очень добрая и никогда ни с кем вообще в жизни не ссорилась. Если даже там какие-то ситуации, да, там конфликтные или что, она вот ничего в ответ не отвечала. Вот, типа, так-то, так-то, я считаю так, вот она так не говорила. Она была очень вот легким человеком. И очень мягкий у нее характер. И вот я думаю, эта роль ей вообще не подходит. Конечно, уже 20 лет прошло, оказывается. Ну, они, команда Балабанова очень, я думаю, в то время, да, они очень заботливо относились к нам, актерам нашим. Особенно внимание, конечно, Туяре было. Туяра такая талантливая молодая актриса была. И так быстро ворвалась ее жизнь там. Конечно, нам всем грустно было в то время. И сейчас вспоминаем Туяру, когда вот про Балабанова рассказывает, мы всегда Туяру вспоминаем. Так и осталась она в нашей памяти. Так хотели все мы, чтобы кино было завершилось так хорошо. Так все настроены были, и вся команда, которая 6 человек там работала, как один человек, все были верны и так относились к Балабанову. Актеры, Алексей Балабанов, все, кто работал в этом фильме, они показали то, что было. Это же все на самом деле было. И Сарашевский написал правду. И напоследок я бы хотела вот, нашему якутскому народу, настоятельно рекомендую, посмотрите фильм о том, как снял великий режиссер Алексей Балабанов, снял про наш якутский быт, то, как жили наши предки, как все это было. Посмотрите обязательно.